Уважаемые коллеги, наше профессиональное сообщество, Комплекс Республиканский институт развития образования приветствует вас на очень важном профессиональном событии. Мы впервые проводим онлайн-презентацию конкурсных работ победителей и призеров уже 8-го республиканского конкурса педагогического мастерства по разработке и применению цифровых образовательных ресурсов. Данный конкурс действительно привлекает внимание профессиональной общественности. Конкурс нацелен на выработку тех технологий, которые позволяют нам и выявлять лучшие практики. И, конечно, самое важное для нас, что именно в этом учебном году мы еще раз осознали, что наше педагогическое сообщество готово в самых трудных профессиональных условиях осознавать, что все те компетенции, которые были сформированы в период 2014 года, именно в прошлом учебном году стали особенно важны для совершенствования цифровой образовательной среды. Какие же это компетенции? Прежде всего, это компетенции, связанные уже с цифровой трансформацией образовательного пространства. И мы с коллегами анализировали, что количество участников конкурса увеличивается, но мы увидели, как меняется и содержание ваших работ. Мы сегодня понимаем, что современные средства обучения в образовательном процессе, они действительно являются технологически другими, чем в предыдущие годы. Сегодня национальный проект образования уже обозначил те процессы, которые связаны прежде всего с изменением подходов к образовательному процессу. И сегодня образовательный процесс, да, это пространство, открытое пространство для развития обучающихся и развития педагогов. Конечно, традиционная номинация «Блоги и сайты педагогов». Особое значение приобретает данная номинация, конечно, в рамках проекта «Учитель будущего». Потому что именно через блоги и сайты мы, коллеги, педагоги, демонстрируем именно свое профессиональное кредо. Мы демонстрируем то профессиональное пространство, через которое мы коммуницируем с нашими обучающимися и с нашими родителями и внутри сообщества. Поэтому, конечно, целеполагание, несмотря на то, что оно осталось таким, как в предыдущие годы, сегодня уже обретают другие формы представления блогов и сайтов. Ну и, конечно, особенно мы рады, что электронный курс дистанционного обучения, а в этом году у нас было представлено 10 работ, это те актуальные курсы дистанционного обучения, которые в дальнейшем, мы это определили для себя как задачу, мы будем представлять для всего педагогического сообщества, потому что применение дистанционных курсов именно в системе общего образования сегодня это задача, которая стоит перед системой образования не только на уровне Российской Федерации, но на уровне каждой образовательной организации. Что мы понимаем? Что конкурс, да, проходил заочно, но именно сегодня, уважаемые коллеги, у вас будет возможность представить свои работы, а все наши другие коллеги, которые по каким-то причинам еще готовятся принять участие в конкурсе, они осознают, что есть педагоги, есть организации, которые сегодня действительно используют все возможности для создания цифровой образовательной среды. Посмотрите, пожалуйста, на статистику. Мы очень рады, что всего было представлено 69 работ из 13 муниципальных образований. И мы, конечно, приветствуем муниципальное образование городского округа Воркута
16 работ было представлено. Конечно, это очень значимо. Спасибо, уважаемые коллеги. Именно в Воркуте у нас находятся республиканские инновационные площадки по развитию цифровых технологий. Поэтому, конечно, мы понимаем, что сегодня Воркута уже не только представляет своих педагогов, но занимает ту позицию, которая важна для трансляции их опыта. На втором месте у нас рейтинги государственной общеобразовательной организации, и это Республиканский центр образования, самое большое количество работ как раз из Центра дистанционного образования. Традиционно они участвуют в конкурсах, и, конечно, тот опыт, который есть у коллег по работе с детьми-инвалидами, с детьми, которые находятся в особых условиях обучения, он очень важен. Сыктывкар у нас на третьем месте. И далее, коллеги, очень значимая профессиональная образовательная организация среднего профессионального образования. 7 работ было представлено. Мы очень благодарим Усть-Куломский район, Печору, Усинск, Усть-Цилимский район, Ухту, Сосногорский район, Книжпогорск, Сыктывдинский, Кагородский, Картировский и Усть-Вымский, которые представили своих педагогов. И, конечно, мы сегодня надеемся, что вы будете очень ярко представлять свою деятельность. Итак, коллеги, вот вступительное слово, оно, конечно, для нас значимо именно тем, что с нами сегодня будут работать победители и призеры. Сегодня у нас 16 работ будет представлены. В каждой номинации у нас есть победители, лауреаты. Один участник, я очень надеюсь, что он сегодня принимает участие, это призер сразу в 3 номинациях. Нет, к сожалению, вот, да, потому что мы ждали, но, к сожалению, нет. И это Русанова Мария Анатольевна. Мария Анатольевна. Она сейчас в Сколково находится на курсах. Мария Анатольевна является для нас очень важным профессиональным партнером. Мария Анатольевна является тьютором, принимает участие в курсах повышения квалификации как преподаватель. Вы знаете, что сегодня институт работает по новой технологии горизонтального обучения, и мы понимаем, что именно педагоги, которые сегодня уже входят у нас в систему дополнительного профессионального образования именно как преподаватели, для нас очень ценны, и мы очень рады, что как раз вот наш коллега действительно очень ярко представляет себя на всех профессиональных уровнях развития. Ну что, коллеги, вот такая интересная для нас сегодня событийная характеристика конкурса. Почему интересно? Потому что мы сегодня действительно воочию увидим все работы и всех наших лучших педагогов. Уважаемые коллеги, это Институт развития образования, мы вас благодарим. Мы надеемся, что и в дальнейшем все заочные конкурсы, они будут завершаться публичной официальной презентацией работ. И, конечно же, я очень рада, что сегодня модерировать будет презентацию материала Вячеслав Алексеевич Лешок, идеолог цифровой трансформации системы образования нашей республики. И мы очень рады, что именно Институт развития образования, благодаря Вячеславу Алексеевичу, сегодня занимает ведущее положение по сопровождению педагогов именно по данным направлениям. Вячеслав Алексеевич, я вам передаю слово. Спасибо, Галина Владимировна. Спасибо за добрые слова. Уважаемые коллеги, еще раз всем здравствуйте. И сегодня мы начинаем презентацию лучших работ. Вы на слайде сейчас видите наших победителей и лауреатов. Конкретно кто какие места занял, немножко попозже. Это будет, может быть, нашей интригой, но в конце нашей сегодняшней презентации мы их представим. А сейчас мы начинаем презентацию лучших работ. И я предоставляю слово Югытьянской средней общеобразовательной школы Усть-Куломского района. Это Шаталовой Инне Викторовне совместно с Кармановой Татьяной Александровной. Они представят свой виртуальный методический кабинет «На волне». Это в номинации у нас блоги и сайты педагогов. Здесь методический кабинет. Виртуальный кабинет, Дима. Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вас приветствует Югытьянская школа. Нас слышно? Очень хорошо, да, коллеги, слышно, видно.
Хорошо, коллеги, ждем вашей презентации. Мы представляем вам сегодня наш виртуальный методический кабинет, который был создан творческой группой инициативных педагогов школы. И целью этого кабинета было создание виртуального информационного пространства школы. Простите, пожалуйста. Наша школа всегда уделяет особое внимание как итоговому результату, так и качеству образовательного процесса. Мы всегда стремимся быть на гребне волны роста технологий и открыты к сотрудничеству. И выражение на волне значит мыслить, говорить и действовать в одном ключе и иметь одни и те же цели. Под виртуальным кабинетом мы понимаем совокупность информационных ресурсов, обеспечивающих комплексную информационную, методическую и технологическую поддержку дистанционной деятельности, используемых для образовательных целей всеми участниками образовательного процесса. Первым шагом в такой работе был выбор платформы для создания пространства. Мы изучили несколько, провели их сравнительный анализ. Ну и решающим фактором стала простота использования, наличие большого количества встраиваемых сервисов от разработчиков Google и возможность интеграции с внешними веб-приложениями. Следующим шагом для кабинета было определение целевой аудитории сайта. И нами было принято решение разделить содержание кабинета на 3 основные категории. Это для педагогического сообщества, для ученического и родительского коллективов. И я предлагаю, чтобы было понятнее, рассмотреть структуру сайта поподробнее, и слово предоставляю своей коллеге, непосредственному техническому исполнителю Кармановой Татьяне Александровне. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Итак, наш виртуальный кабинет получил свое название «На волне», потому что все участники образовательного процесса МУ Югдякской СОЖ четко настроены на одну волну с новой реальностью и достаточно сильны для того, чтобы принять вызовы современности. Итак, в кабинете действуют 3 основных раздела. Это для работников школы методический кабинет, для учащихся классы и для родителей кабинет для родителей. Да? В методическом кабинете имеются такие подразделы, как школьные методические объединения, аттестация педагогов, педагогическая мастерская, вебинарная комната, документы, круглый стол и полезные ссылки. Раздел «Классы». В разделе «Классы» можно найти дистанционное обучение, демонстрационную площадку, вопрос-ответ, РДШ и форум. В кабинете для родителей размещаются следующие страницы. Дистанционное обучение, консультации, родительское собрание, управляющий совет, совместные акции и переговорные. У каждого из разделов имеются, с одной стороны, свои отличительные особенности в зависимости от целевой аудитории, ну и, с другой стороны, похожая структура страниц и общие точки пересечения. Так, например, учительская страничка отличается наличием информации справочного характера о составе школьных методических объединений. Там размещаются локальные акты школы, документы для работы педагогов по вопросам аттестации и повышения квалификации. Здесь же мы размещаем ссылки на некоторые отчетные документы в режиме Google таблиц, Google документов или Google слайдов. Например, по промежуточной аттестации, отчеты по промежуточной аттестации или по выполнению программы. Это позволяет и учителю, и администратору школы сэкономить время, так как можно документы и отчеты заполнить в любое время, имея в наличии ноутбук или даже смартфон с соответствующим приложением. Здесь же учителя могут найти ответы на актуальные вопросы. Так, например, в разделе «Документы» учитель может получить информацию о новом национальном проекте образования, познакомиться с содержанием и планом мероприятий по реализации нового содержания образования на основе новых предметных концепций. А в разделе «Ссылки» собраны указатели на актуальные сайты, в том числе современные федеральные проекты, «Билет в будущее», «Сетевичок», «Проектория», «Навигатум» и другие. Также одним из важных... Чуть-чуть отстает презентация, да? Одним из важных разделов нашего сайта является вебинарная комната. Она рабочая, здесь проводятся педсоветы, учителя делятся своим опытом, проводятся вебинары и мастер-классы для учителей школы. Раздел для учащихся школы позволяет демонстрировать свои достижения на открытой интернет-площадке. Это позволяет значительно повысить мотивацию к урочной и внеурочной деятельности. Здесь можно проявить себя в совместной
работе с организациями поселка в ученических сообществах. Российское движение школьников Моюгдякской СОЖ активно работает, оно уже показало себя с лучшей стороны во многих мероприятиях. Здесь по ссылке можно перейти в группы РДШ нашей школы и Республики Коми. Переходим к разделу для родителей. Да, здесь главное оказать педагогическую поддержку, держать в курсе основных событий образовательного процесса и активизировать деятельность родителей по вопросам развития школы и обучения. Консультативную поддержку на этих страницах родители получают и от педагогов нашей школы, и в то же время могут перейти по указанной ссылке на Всероссийский онлайн-центр информационной поддержки родителей. Раздел «Совместные акции». Из последних успешно проведенных акций с учащимися и родителями стала акция «Наша столовая лучшая». Результатом этой совместной работы стала победа на муниципальном уровне нашей организации в конкурсе лучших школьных столовых. Далее в разделе «Переговорная» можно делиться своим мнением, и здесь родители оставляют отзывы о качестве дистанционного обучения, организации дистанционного обучения в нашей школе. И родители, и учащиеся имеют доступ к нашим внутренним документам по организации учебного процесса. На странице управляющего совета можно скачать календарно-учебный график. На странице учащихся любой скачает наш корпоративный календарь учебного года с обозначением всех праздников и каникул. Объединяют разделы в нашем виртуальном кабинете, во-первых, удобный интерфейс, а во-вторых, возможность обратной связи. Каждой целевой аудитории выделено по страничке, где они смогут задать свои вопросы, поделиться информацией. Во все страницы встроены чаты для общения. Имея Google аккаунт, любой сможет задать вопрос на форуме. Для учащихся это форум, для родителей называется переговорная, и учителя собираются за круглым столом. Поскольку есть необходимость реализации дистанционного обучения, мы включили в кабинет эту возможность через Google Classroom и Google Формы. У педагогов, например, мы видим работающий уже курс на Google Classroom, который называется «ВГОС начального общего образования», разработанный нашим заместителем директора по учебной работе. У учащихся в таком же разделе «Дистанционное обучение» благодаря нашим новаторам, учителям иностранного языка, действует уже ряд курсов по английскому языку. Это «Пишем развернутое высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение» и тренажер по ВПР для учащихся 7 класса в режиме реального времени и некоторые другие. Заинтересованные учащиеся уже опробировали эти данные курсы и рекомендуют их для самостоятельной подготовки своим одноклассникам. Google формы на нашем сайте дают возможность оперативной совместной работы администрации школы, педагогов, родителей и учащихся. Учащиеся своевременно сообщают о повышении своей квалификации. В любое время лично могут запросить методическую помощь по тому или иному вопросу. Родители и учащиеся имеют возможность высказаться об удовлетворенности качеством образования в школе. Кроме того, в разделе «Вопрос-ответ» можно найти ответы на самые актуальные вопросы. На конец учебного года одним из таких вопросов был, куда пойти учиться в Республике Коми, и ответом можно найти в ментальной карте, разработанной также педагогом нашей школы. Вот так примерно выглядит наш виртуальный методический кабинет. Его особенностью является оперативное взаимодействие всех участников образовательного процесса, направленное на повышение качества образования. Условия времени продиктовали необходимость дистанционного обучения, поэтому с марта 2020 года кабинет является и цифровым ресурсом для поддержки дистанционного обучения в школе. При переходе на дистанционное обучение на сайте размещаются адреса учебных групп, материалы уроков, ссылки на дополнительные ресурсы, оказывается поддержка всем участникам образовательного процесса. Здесь же публикуются ссылки на внутришкольные семинары. Работа продолжается, мы чувствуем поддержку учащихся и родителей и надеемся, что мы движемся в правильном направлении, чего желаем и остальным педагогам, коллегам. Спасибо за внимание, всем оставаться на волне. Спасибо, коллеги, спасибо, Татьяна Александровна, спасибо, Инна Викторовна. В чат можно ссылочку кинуть на ваш сайт, чтобы коллеги могли быстро зайти и посмотреть, кто у нас сейчас участвует. И небольшое замечание, там, где было для абитуриентов, у нас есть сайт для абитуриентов. На сайте Криро вы в баннерах найдете. Можно ссылочку на него тоже. Хорошо, сделаем. Чтобы там у нас очень актуальная информация, обновляется постоянно. Я думаю, будет интересно вашим тоже детям посмотреть это. Спасибо, коллеги. Спасибо. Вы уложились во времени. Так что спасибо.
Спасибо большое. Коллеги, мы продолжаем дальше. У меня такой вопрос будет небольшой. Либо мы будем выслушивать полностью или соблюдать регламент. Вот давайте поставьте цифру 1, если мы соблюдаем регламент, и цифру 10, если, предположим, выходят выступающие за регламент. Так, вот цифра 1, поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые выступающие, циферок 1 больше у нас пока. Ну, с другой стороны, можно по ситуации, да, если что-то будет важное, интересное, то можно будет и продолжить. Итак, я предоставляю слово Смирнову Сергею Александровичу, учитель истории и обществознания 23-й школы города Воркуты. Это еще один виртуальный кабинет истории в номинации «Блоги и сайты». Но вот мы как бы в номинации «Блоги и сайты» разделили сайты и блоги на две категории. Это учебно-методические и чисто учебные. Вот, наверное, сайт Сергея Александровича можно отнести как учебный. Ну, конечно, есть там и методические материалы, но в большей степени я бы отнес, наверное, к учебным целям. Да, Сергей Александрович, вам слово. Добрый день, коллеги. Так, позвольте мне представить вам сайт, который я начал создавать еще в 2009 году. Кстати говоря, подвигла меня на это дело ситуация, которая сложилась вернее, я курсы проходил в 2009 году в КРИРО. Именно там меня и заразили цифровизацией. С тех пор я хронически этим болею. Ну и хотелось бы начать с того, что действительно мы подошли уже к такой ситуации, что без цифровых технологий мы уже никак не сможем. И у нас, например, вот в школе, в нашей образовательной организации разработано положение, которое регламентирует персональные сайты, блоги. И мы выделили несколько моделей сайтов. И я вот эти модели, в принципе, могу сейчас продемонстрировать. И вот данный сайт, он как бы является даже не сайтом, а порталом, который объединяет в себе несколько сайтов, несколько ресурсов, которые мною были созданы на протяжении с 2009 года. И, например, у нас в положении есть критерии, по которым мы оцениваем сайт по модели портфолио. Модель портфолио, и здесь можно продемонстрировать, например, вот портфолио мое личное в виде сайта. Как раз вот это в 2009 году я начал его создавать. Вкладочки, видите, аттестации, повышение квалификации, педагогическая деятельность. То есть все это рассматривается довольно легко. Далее. У нас есть еще одна модель. Это рефлексивные или методические сайты. Здесь опять же можно посмотреть сайт под названием «Другая школа». Это наш виртуальный муниципальный методический кабинет. Изначально он был создан мной еще лет 8 назад как личный индивидуальный методический кабинет. После он стал школьным. А в прошлом году ему присвоен уже и статус муниципального виртуального кабинета. Почему другая школа? Ну, в смысле того, что другая школа, цифровая школа – это совершенно другая школа, поэтому вот такое название мы выбрали. Пожалуйста, можете регистрироваться, мы будем рады сотрудничать с вами. Еще одна модель – это сайт или блог образовательного события или проекта. С 2011 года я заинтересовался и этой темой, и вот могу продемонстрировать, например, два сайта проекта. Данный сайт, он у нас конкурсный был, участвовал в конкурсе, посвящен произведению «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Но это что-то подобное вот квесту. Здесь на страничке заданий можно посмотреть задания.
Для того, чтобы их было легче пройти, мы, естественно, здесь предоставляем книгу, можно почитать все главы, можно послушать звукозапись, то есть прослушать в записях это все. Можно посмотреть кино, 2 вариантика. И вернуться опять к заданиям и выполнить задание. Второй проектик – это к 70-летию победы в Великой Отечественной войне я создавал. Сейчас он, в принципе, стал тоже растет, этот проект. Здесь мы предлагаем даже стать соавторами, заполнить форму, прислать нам свои материалы, даже, например, в вордовском варианте, там, как угодно. А техническую сторону я беру на себя, то есть можно здесь разместить свой материал, свою викторину. Вот можно посмотреть. Здесь у нас уже несколько мероприятий выложено. Это аудио-викторина, тест, боевой кроссворд, викторина вот Кукрыниксом посвященная. Далее. Также мы еще выделяем такую модель сайтов, как образовательный сайт. То есть вот в принципе образовательный сайт, он здесь содержится во вкладке классы. И если коротко, конечно, показывать все я не могу сейчас по времени. Ну, посмотрим, например, 5 класс. Давайте 6 посмотрим, история России, она более близка. 6 класс, если посмотреть в историю России, зайти. Тематическое планирование полностью представлено. Можно зайти в любой урок, посмотреть. Предварительно ученик может собрать тесты урочные, проверочные работы, контрольные, базовые таблицы. Можно посмотреть проверочные работы, например, они здесь выложены уже на весь учебный год. То есть, в принципе, все в открытом доступе. Ребенок может пройти заранее эти работы, потренироваться. Тренировочные варианты, они все в форме ВПР. Составляются мной лично, поэтому как бы списать, где-то что-то посмотреть, вариантов нет. Ну и если зайти на страничку урока, ну, например, восточных славян. На каждой урочной страничке я размещаю линеечку материалов для уроков, то есть презентации, видеокарты, документы и так далее, контрольно-измерительные материалы, где мы отрабатываем УУД, универсальное учебное действие, тематический план. И вот такая табличка. Я смогу, ребенок с этим работает. Есть материалы к некоторым урокам по КОМИ, по региональному компоненту. Ну и домашнее задание. В домашнем задании я предлагаю на каждом уроке тренировочный тестик, который скачивается в HTML формате, раскрывается на рабочем столе, ребенок его выполняет, там есть функция просмотреть правильные варианты ответов, то есть тренироваться можно довольно просто. Тренировочная работа номер 1 – это проверочная работа, опять же в формате ВПР, ребенок ее скачивает с критериями, прорешивает, может потренироваться. Ну и тренажер по базовой табличке, он тоже скачивается на рабочий стол. Это тестовая программка такая отдельно, которая тоже работает с рабочего стола. Интернет, в принципе, не обязателен. Ну и вкладочки «Отправить задание», то есть если подразумевается письменное задание какое-то, спросить вопрос у учителя. Ну, самоанализ, само собой, в перевернутом классе, технологию, которую я использую, он необходим. Ну, еще здесь я предлагаю ребяткам возможность онлайн-обучения. Мы работаем на платформе Мирополис. Конкурсы, викторины, Всероссийская олимпиада, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, к ВПР. Все это собрано в одном формате, в одном сайте. Вот такой ресурс хотел я вам представить. Ссылочку в
закроем. Ссылочку я в чат сброшу. Буду рад видеть вас на своем сайте. Да, и востребованность сайта подтверждается тем, что каждый день его посещают от 500 до 700 человек. То есть он довольно популярен, в принципе. Спасибо, Сергей Александрович. Может быть, есть вопросы, их можно задать в чате, а можно, если у вас есть веб-камера, мы можем вас включить, чтобы вы задали вопрос голосом. Сергей Александрович, вы зря отключились. У меня, например, есть вопрос у членов экспертного совета. Возник вопрос к шрифтам, то есть как дети воспринимают вот эти курсивные шрифты. Да, вы уже в курсе, я вам говорил, что я сайт перевожу сейчас на новый конструктор, он сделан в старом конструкторе Google, и вот когда я делал его, это давно уже было, к шрифтам особо вот такого вот как бы внимания не уделялось. В новом конструкторе, конечно, шрифты, они будут по эргономике единообразные и более крупные, потому что, конечно, да, некоторые дети с трудом читают. Ну, понятно. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы у вас? В принципе, вы можете в процессе нашего сегодняшнего мероприятия задать Сергею Александровичу вопрос в чате, или у нас есть вверху кнопочка, вернее, менюшечка такая «Вопросы». Можно задать этот вопрос всем нашим участникам сегодняшним. Вопрос можно задать либо в чате, либо в закладочке «Вопросы». Мы двигаемся дальше. И сейчас у нас выступающий Куриленко Жанна Викторовна, учитель географии Республиканского центра образования, структурное подразделение Центр дистанционного обучения города Сыктывкара. Методическая разработка дистанционного урока по географии в 7 классе на тему «Австралийский союз населения и хозяйства» с использованием интерактивной онлайн-доски Padlet. Жанна Викторовна. Жанна Викторовна. Жанна Викторовна, ага, отлично. Так, вроде добрый бы день, на что-то у меня тут тестировании. пропало все. Вы меня слышите? Да. Все нормально. Так, только Всё презентацию нормально, я свою да, всё почему-то не нормально. вижу. Как мне ее открыть? Ага, просто пропал рабочий Так, стол пустой. секундочку. Угу. Так, сейчас мы перейдем на презентацию. Это просто ничего Сергей страшного. Александрович Всё, я переключился на сейчас рабочий включу. стол. Презентацию. Так, Все видно, да? Появилось? Добрый да, день, отлично, всё уважаемые видно. коллеги. Меня зовут Куриленко Да, Жанна Викторовна. Я являюсь учителем географии и биологии Центра дистанционного обучения детей-инвалидов. Значит, в этом конкурсе я представила работу «Методическая разработка дистанционного урока географии в 7 классе по теме «Австралийский союз. Население и хозяйство с использованием интерактивной доски Padlet». Значит, моя работа включала аннотацию конкурсной работы, конспект урока, презентацию к уроке, полную видеозапись урока. Значит, там я представила пошаговую инструкцию работы с интерактивной доской Padlet и описание опыта работы применения интерактивной доски Padlet в процессе обучения в Центре дистанционного обучения. Значит, целью моей работы является сформировать представление о работе интерактивной онлайн-доски Padlet и возможностях применения ее в образовательном процессе. В нашем Центре дистанционного обучения осуществляется процесс обучения детей с ограниченными возможностями. Все учащиеся находятся на домашнем обучении, а процесс обучения осуществляется с применением ТСО. Очень важно, чтобы для наших учеников процесс обучения был интересным и разнообразным. В просторах интернета каждый учитель может найти для себя множество новейших сервисов для организации совместной работы с учащимися. И одним из таких сервисов, который я для себя открыла, является виртуальная доска
Padlet. Это не просто интерактивный сервис, а большой помощник в нашей с вами работе. Padlet очень удобен в своем использовании. За несколько минут вы сможете создать доску, на которую можете выложить весь необходимый материал для совместной работы с учащимися. Значит, ну вот представьте себе, значит, пробковую доску, к которой можно прикреплять записки, картинки, фотографии, какие-то плакаты и так далее. Ну, все мы работаем в школе, да, значит, ну, тут в наших условиях, дистанционных условиях, конечно, доски обычно нет школьной, а вот в школах учителя на досках обычно вывешивают таблицы, плакаты и так далее. Вот то же самое и здесь. Вот Padlet – это такая же доска, только существующая онлайн. На нее вы можете прикреплять заметки, изображения, фотографии, в том числе и с веб-камеры вашего устройства, файлы и ссылки, значит, на внешние ресурсы. Ну, хочу вам рассказать как раз-таки пошаговую, что же такое Padlet, да? Ну, я, в принципе, тут озвучила. Вот, это виртуальная стена, на которую можно прикреплять различные всевозможные файлы. Разберем пошаговую инструкцию работы с этой виртуальной доской. Значит, ну, для начала необходимо зайти на сайт padlet.com. В правом верхнем углу, вот, пожалуйста, да, нажимаем «Войти». Следующий шаг будет, нужно будет выбрать вариант регистрации. Нажимаем «Войти через Google» и вводим свои данные аккаунта. Нажимаем «Зарегистрироваться», вводите свой адрес и придумываете пароль. Потом снова щелкните на кнопочку «Зарегистрироваться». Далее выходит запрос на выбор сотрудничества с Padlet. Здесь предлагается два варианта сотрудничества. Либо вы выбираете базовую, значит, систему работы с этой программой, либо продвинутую. Ну, базовая система, она является бесплатной, но здесь есть огромное «но». Здесь идет ограничение, то есть вы можете создать только 3 виртуальные доски. Вот. Ну, а если вы выбираете продвинутую версию, то за определенное количество денег, да, вы можете, ну, намного больше создавать вот этих виртуальных досок. Так, следующим шагом, что является, значит, для создания новой виртуальной стены, значит, в левом верхнем углу есть такая вкладочка «Создать доску». Мы на нее нажимаем. Значит, сразу же перед вами выходят, значит, варианты различных форматов доски, которые вам нравятся. Можно выбрать, допустим, стену, холст, сетку и так далее. Понравившийся вам вариант вы выбираете, и уже, соответственно, он выходит в том виде, в котором он должен быть. Далее нужно ввести название плаката, то есть вы уже, собственно, начинаете заполнять эту доску. Это может быть название вашего урока. Значит, в описании вы можете записать цели урока, да, задачи урока. Вот, и таким образом вы уже начинаете работать с этой доской. Если же вы хотите, допустим, там, кстати, очень много обоев предлагается, можно выбрать из имеющихся, которые предлагает сам Padlet. Можете закачать варианты картинок уже непосредственно через интернет, сохранив на рабочий стол. Значит, есть вкладочка в настройках «Добавить свой собственный», значит, вариант обоев, да. Далее появляется следующее окошко, нажимаете на кнопку «Выберите изображение». Ну и после того, как вы находите картинку для фона на компьютере, нажимаете «Открыть», только обязательно нужно не забыть нажать «Ок», да, чтобы ваша картиночка там загрузилась. В настройках очень удобно в верхнем, так скажем, правом углу есть настроечки. Туда вы заходите. Здесь все подробно описано. Значит, можно выбрать тематическую иконку для названия Padlet. Ну, так как вот у меня был урок, связанный с Австралией, я вот решила найти такую интересную иконку кенгуру. Да, всем понятно, почему именно кенгуру. Вот. Можно выбрать цвет фона, шрифт, опубликовать свое авторство, включить комментарий. Вот.
Чтобы добавить содержимое на доску, то есть уже непосредственно какие-то файлы, разработки, презентации, это могут быть различные, значит, ресурсы, инструменты. Вот, значит, на доске нужно щелкнуть 2 раза правой клавишей, вернее левой. Вот, появляется форма для добавления информации. Значит, и вот здесь вот такие вот инструменты. Это может быть, допустим, файлы ваши собственные, да, загруженные из рабочего стола, ссылочки на, значит, интернет, загрузка фотографий может быть. Вот. Содержимое можно редактировать, вот если вы видите, да, урна имеется. Изменить размер можно, протянув за правый, левый край, ну и должна появиться двойная стрелочка. Перемещать по доске можно в любое место, то есть где вам угодно. Так. Ну и дополнительно существуют другие способы заполнения этой доски. Во-первых, можно загрузить из компьютера, ввести адрес сайта, искать в Google, сделать фотографию, создать свое видео, записать свою речь, создать свой экран, нарисовать рисунок, указать на карте свое местоположение и связать с другими своими плакатами Padlet. Конечно, вот и, собственно, доска уже после того, как мы все эти шаги с вами пройдем, она выглядит вот таким вот образом. Вот это тот именно вариант доски, который мной был представлен на конкурсе цифровых образовательных ресурсов. Так вот выглядит, собственно, страничка моя, да, где я зарегистрирована. Здесь все представлены мои работы. Вот. Еще один из уроков «Природа Северной Америки». Значит, ну лично для меня, конечно, этот сервис стал настоящей находкой. На мой взгляд, это самый эргономичный сервис по созданию виртуальных стен, используемых в дистанционном обучении. Вот. Что же дает нам эта интерактивная доска? Как мы можем ее использовать в образовательном процессе? Да? Во-первых, это хранилище разнообразных учебных материалов. То есть можно сказать, что это тот же самый Google Диск или Mail облако, да, то есть хранение информации. Организация групповой проектной деятельности учащихся, прекрасная площадка для организации проектов, то есть вы можете задать цели, задачи проекта, значит, прописать там участников, кто участвует в этой проектной деятельности, и уже непосредственно наблюдать, кто что делает. То есть очень удобно. Организация дискуссий, мозгового штурма, опроса, проведение викторины с включением видео, аудио и фотоматериалов. Можно организовывать эффективное дистанционное обучение, что очень актуально, да, в настоящее время. Создание карты памяти, ну вот, собственно, о чем я вначале говорила. Эффективное общение со всеми участниками образовательного процесса. Значит, в работе с Padlet можно подключать не только учеников, можно и подключать родителей. Ну и составление списка дополнительных материалов по теме для слабо успевающих или одаренных, ну или одаренных учащихся. Вот. Ну, понятно, где плюсы, там и минусы. У этого сервиса есть 2 минуса, на мой взгляд, которых, по крайней мере, я обнаружила. Первый минус заключается в том, что сервис можно назвать условно бесплатным. Но, как я говорила в начале, что, значит, когда вы выбираете базовую форму работы, сотрудничества с Padlet, то там можно создавать всего лишь 3 доски. Но, честно говоря, для меня это особой проблемой не получилось, потому что весь собранный материал, допустим, какого-либо урока я могу перезагрузить на Google Диск, пересохранить, и освободившуюся доску я могу использовать в своей дальнейшей работе. Поэтому как бы для меня особой проблемы нет. При всем при том, на этой доске можно размещать достаточно большое количество информации, поэтому как бы для меня проблема это не показалась, но она есть. Ну и, пожалуй, еще одно минус вот этого, так скажем, сервиса заключается в том, что значительная часть интерфейса Padlet переведена на русский язык, но перевод панели инструментов, к сожалению, до сих пор не до конца еще выполнен, да, вот, поэтому в этом тоже может сложность. Хотя мы все люди образованные, кто-то и знает хорошо языки, кто-то может найти в интернете. В целом этот сервис меня очень привлек, и я думаю, что в дальнейшем я буду его использовать, чего и вам, собственно, желаю. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Жанна Викторовна, я увидел у вас на слайде, что у вас там 5 или 6 доз.
это, конечно, доски они предлагают, да, вот они, да, получается. Это они уже предлагают, как бы привлекать, чтобы мы подключились уже на продвинутый, так скажем, вариант работы, да, то есть они как бы есть, но если мы зайдем на них, конечно, мы ничего там не сможем сделать. А так в целом, конечно, очень удобно. При всем при том, вот этот сервис мы можем и поместить в свою образовательную среду, что, собственно, мы и делаем, потому что у нашего центра прекрасная образовательная среда, вот, поэтому и на сайты можно их прикреплять, и, кстати говоря, вот скопировав ссылку этой созданной доски, любой может зайти и посмотреть, что там имеется. Вот, поэтому вот очень удобно. Вопрос был, как ученикам работать с этой доской? Ну, так же, как и То же самое, взрослым, они доску могут я размещать создала, материалы. ссылочку я просто копирую, отправляю ученику, он заходит по этой ссылочке и работает. Все для него в доступе. То есть приватность, конечно, то есть Размещает свои приватность, какие-то она, материалы. получается, бывает 3 видов, да, то есть это можно быть просто модератором, можно комментировать, можно добавлять различные ресурсы, ну и можно сделать так, что никто на эту доску не зайдет. То есть это уже на усмотрение модератора. У меня Так. сейчас возникла вот такая идея. Если какие-то детские проекты, то можно же, чтобы и дети завели каждый себе по 3 доски. И тогда у вас Я с вами количество согласна. досок увеличивается. Но если 10 учеников, Да. это уже 30 досок, 30 проектов можно запросто делать и как-то выходить из этого положения. Спасибо большое. Коллеги, если вопросов нет, мы тогда отпускаем Жанну Викторовну и переходим к следующему выступлению. Это Никитин Павел Павлович, учитель физики лицея номер 1 города Сыктывкара. И у нас тоже учебный сайт учителя физики. Павел Павлович, если вы на связи, мы вас приглашаем для выступления. Коллеги, на слайде, пока идет подготовка, на слайде, да, мы вас пока видим. Здравствуйте. Здравствуйте, да, уважаемые. все, отлично слышно. Так, наверное, улетела ваша презентация или нет? Вот она еще не улетела. Сейчас я ее включаю. Спасибо. Да, вам слово. Спасибо. Еще раз здравствуйте всем. Я надеюсь, меня хорошо слышно, но, к сожалению, не видно. Сейчас я представлю свою разработку. Это сайт. Меня зовут Павел Павлович, я учитель физики и астрономии, да, в лицее номер 1, а также еще веду кружок шахмат и электронного конструктора Arduino. Вот. И поэтому создал сайт. Целью создания сайта является формирование какого-то единого образовательного пространства, да, помогающего саморазвитию учащихся и моего взаимодействия с учениками с использованием современных технологий. Сейчас я покажу структуру сайта, то есть это начало, заголовок. А если мы спустимся пониже сайта, то увидим, что сайт состоит из 4 разделов. Разделы предметы, физика, астрономия, шахматы и Arduino, электронный конструктор. Таким образом, если учащийся интересуется физикой, он перейдет на раздел физики, где мы увидим, что на данной странице тоже есть такие подразделы. Подраздел «Учимся дома», где ученики выбирают свой класс и заданный урок. Также есть журналы для настоящих физиков. О них чуть попозже. Давайте разберем, что за раздел такой получился «Учимся дома». То есть он очень помог мне, когда действительно все учились дома на дистанционном обучении. И ребята, который был по плану урок, выбирали, видите, тут, конечно, мелко написано, но это все уроки, которые и классы каждого учащегося, которые они могут выбрать по названию. Что же представлял из себя этот урок? То есть, конечно, в интернете очень много уже видеоматериала, очень много всяких презентаций и так далее. Поэтому я на примере 10 класса, урок номер 1, электрический заряд, закон Кулона, показываю, что у учащихся была такая карта урока.
состоящий из этапов. На первом этапе по ссылке нажимаю на кнопку «Смотреть», они по ссылке переходят и смотрят то видео, которое я нашел в интернете и замечательно показывает вот этот закон, допустим, или рассказывает о возникновении электрического заряда. Следующее, по ссылке перейдя на втором этапе, учащийся мог проверить себя. Здесь ссылка на задание, тестирование какое-то, созданное мною, либо тестирование, опять же, можно в интернете найти, они проходят себя. И дальше, третий этап – это оценка работы той, которую он проделал, то, что узнал, это пройти тест. Тест был создан мною, то есть он создается мною, где заданы вопросы, и учащиеся должны ответить на вопросы. Посмотрите, такой Google тест, где учащиеся отвечают на вопросы, а затем ответы автоматически приходят мне. Автоматически приходят, и я уже могу сравнить, а какое задание или какое умение учащиеся выполнили успешно, а где-то, допустим, они его выполнили плохо. Итак, получается, что на сайте ученики выбирали урок, проходили его, и затем при помощи Google теста проводили свое тестирование, в котором указывалось, на какую оценку они выполнили задание. И дальше я мог увидеть статистику через Google тест о полученных оценках, какой лучше, на какой ответ они дали больше, на какой вопрос они дали больше правильных ответов. То есть это все было автоматически выполнено. Далее. Также существует раздел «Юный техник». Юный техник, здесь представлены не только журнал, технический, где можно создать свою поделку, основываясь на законах физики, с 7 по 11 класс, но также и представлены видео, где подробно рассказывается, как сделать можно ту или иную конструкцию. И тогда учащиеся учатся не только на уроке, но и производят внеурочные занятия дома, экспериментально подтверждая какие-то опыты, может быть, либо создает собственными руками, то есть проявляет творческий подход, конструкция, которая описана в учебнике, и в данном видео подробно все изложено, как можно сделать своими руками. Допустим, в данной картинке там фонтан Герона и так далее, то есть технические сооружения. Следующий раздел, если мы обратимся, это астрономия. Астрономия поставлена таким же образом, то есть представлены уроки. На этих уроках мы и сейчас пользуемся не только весной, апрель-май, но и в этом учебном году мы тоже уже по подготовленным урокам можем переходить на ссылки и выполнять задания. Еще раз, Google тест мне помогает отследить, какие умения учащихся успешно освоены, какие не очень. То, что мы можем вернуться, еще раз пройти не тему, конечно, а отработать эти умения. Также на сайте, на странице по астрономии раздел существует и виртуальные музеи, которые помогают учащимся посетить их, допустим, находятся в городе Москве или побывать на МКС. Вот у нас музей имени Циолковского виртуальный. Также используем на уроках, то есть я могу подключить к своему сайту и сразу же по ссылке перейти на виртуальный музей. То, что мы не успеваем на уроке, это ознакомительные, учащиеся дома проходят, и затем уже на следующем уроке могут рассказать свои впечатления об экскурсии. Конечно, это и наглядное как пособие того, что вживую мы можем в масштабе увидеть, как выглядел луноход или еще какие-то орбитальные космические станции, что непременно учащихся хотят дальше изучать астрономию, то есть вызывает интерес. Также можно побывать на Международной космической станции, где, по-моему, экскурсию космонавты проводят итальянский на английском языке. На английском языке тут надо знать, конечно, английский, но так, в принципе, можно полетать вместе с ними, все покажут, как работает эта космическая станция, что у учащихся тоже вызывает интерес. Следующий раздел – это шахматы. Учимся дома. Здесь раздел шахмат представлен видеоуроки.
тоже заданы задания, где показаны видео, задания на шахматные задачи, там, допустим, отработку поставить мат в 1, в 2 хода, поставить вилку или устроить пад и так далее. Также указаны сайты по шахматам, такие популярные сайты, на которых можно научиться дома, да, и играть онлайн со своими товарищами. Мы устраиваем турниры через сайт по шахматам Lichess. Мы устраиваем турниры, и дома учащийся может спокойно выполнять задания. Ну и последний раздел, это у нас раздел Arduino, электронный конструктор. Здесь представлены, конечно, проекты разработки. По кнопке можно перейти смотреть на проекты. И также видеоуроки, что такое Arduino, как программировать и как конструировать роботов, какую-то робототехнику выполнять и так далее. А затем уже, сделав проект, этот проект можно показать на уроке, рассмотреть его и провести своеобразную выставку. Ну вот у меня в планах еще курс какой-то выполнить, не только по Arduino имеется в виду, а по физике. И фотографии проектов выложить на своем сайте. Пока еще не успел это сделать. Ну и последнее, это было связано с родителем сайт, использую дистанционное родительское собрание, где, ну это заставка страницы родительского собрания, а так вся информация и все документы были выложены на сайте, которые нужно им было ознакомиться. А в конце, прочитав, также через Google форму родители отписывали, что они ознакомились со всеми документами, потому что в последнем собрании родители не могли собраться, да, у нас дистанционное родительское собрание было. Отписывались то, что они побывали на родительском собрании. Ну а дальше мы уже через Zoom, если какие-то вопросы, могли с ними связаться, обговорить это. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я слушаю внимательно. Спасибо. Раз. Коллеги, поставьте плюсик, как меня слышно. Хотел поэкспериментировать тут с другим компьютером, выйти с другого компьютера, но, к сожалению, надо отключать тогда основные колонки, основной звук, поэтому пошел такой нехороший звук. Спасибо, Павел Павлович, за ваш сайт, за вашу работу с детьми. Да, мне тоже, у нас еще будет одно из выступлений, касающееся дистанционного родительского собрания, но тем не менее у вас тоже был интересный вариант с проведением родительского собрания. Еще один сайт в номинации «Блоги и сайты» — это сайт квеста «Все для победы». Татьяна Павловна Нейман, учитель математики и физики, поселка Мадмос Усть-Вымского района. Так, Татьяна Павловна, наверное, ваша презентация тоже убежала, или если вы ее видите, сейчас я попробую ее найти. Включайтесь, пожалуйста. Сейчас я включу вам вашу презентацию. Так, Татьяна Павловна. Коллеги, у нас, пока Татьяна Павловна включается, у нас было озвучено, что у нас есть 16 победителей и призеров. К сожалению, сегодня не все смогли. Ольга Кузнецова отписалась в чате в начале, что она заболела. Еще один у нас тоже человек. Короче, троих у нас сегодня нет, но тем не менее у нас как бы 10 выступлений есть. Татьяна Павловна, как меня слышно? Значит, значочек в правом верхнем углу, значочек видеокамеры. В левом верхнем углу видео у нас написано «Видео», и там у нас камера и микрофон.
Так, может быть, вы не видите это, потому что вы зашли не как модератор. Коллеги, давайте тогда сейчас мы двинемся дальше, с Татьяной Павловной разберемся, в чем причина, почему она не видит. Мы сейчас разберемся. Следующее выступление у нас дистанционное родительское собрание. Это Лобанова Наталья Афанасьевна, заместитель директора по воспитательной работе, СОЖ номер 26 города Воркуты. Наталья Афанасьевна, мы вас слушаем. Картинку видим, звука пока нет. Добрый день, уважаемые И, наверное, коллеги. тоже вашу презентацию надо найти, да? Коллеги, вот на будущее, когда вы готовите для выступления презентацию, лучше сначала, чтобы у вас была фамилия. Удобнее тогда искать презентации. Вот по фамилии легко находить. В данном случае... Так, почему-то не включается у меня. Все, включилось. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, все отлично, вас слышно. Спасибо. Безусловно, Коллеги, широкая... в чате можно поставить плюсик, если слышно Наталью Афанасьевну, и еще один плюсик, если видна ее презентация. Ну, заодно проведем перекличку, все ли на месте, а то, может, кто-то убежал уже чай пить. Коллеги, у нас, я надеюсь, что мы к 5 часам закончим. Рассчитано вот по времени 2 часа, но, может быть, чуть-чуть мы с опозданием уже идем, поэтому, может быть, на 10 минут задержимся. Да, я вам предоставляю. Добрый день, уважаемые коллеги. Безусловно, широкое применение цифровых технологий в педагогической практике стало тенденцией развития последнего десятилетия. Интерактивные образовательные онлайн-платформы – великолепные возможности для каждого учителя и ребенка. Но до недавнего времени применение IT-технологий в одном направлении воспитательной деятельности, а именно в работе с родителями, не было широко распространено. Объясняется это несколькими факторами. Развитие цифрового обучения произошло стремительно. И если наши учащиеся уже имели опыт обучения посредством образовательных порталов и инструментов, то родители зачастую очень далеки от цифрового мира, невежественны в интернет-пространстве. Наши ученики, так называемое поколение Z, сегодня ребенок фактически вырастает с гаджетом в руках, от первого телефона, гейм-приставки до планшета различной комплектации. Виртуальный мир для них – среда обитания, такая же привычная и понятная, как мир реальный. Однако, даже владея интернет-компетенциями, при переходе на дистанционное обучение в этом году ученики столкнулись с большим количеством проблем. Увеличение объема домашнего задания. То, что ранее на устных предметах ученик отвечал на уроки устно, теперь необходимо представить письменно. Освоение новых инструментов обучения, технические недостатки в организации учебной деятельности. К сожалению, многие родители не приняли во внимание временный характер переходного периода и приняли в штыки все, что касалось дистанционки. Ведь эта форма обучения потребовала и от них новых знаний и навыков, а также значительного временного ресурса. В защиту родителей необходимо сказать следующее. Многие из них были переведены на удаленную работу и столкнулись с необходимостью освоения и внедрения IT в свою профессиональную практику. Многие семьи не имели технической возможности одновременно дистанционной работы родителей и нескольких детей. Ну и, наконец, родители, воспитанные и обученные в непосредственном контакте с живым учителем, не верят в эффективность дистанционной формы обучения и воспитания. Сегодня взрослый человек ежедневно использует разные технологии и инструменты, к применению которых ранее относился скептически или вообще не знал о них. Например, электронная запись к врачу, получение электронных справок с портала госуслуги, банковские карты и онлайн-покупки. Но все это было освоено в гораздо более длительный временной период и естественным путем. Причем применение всего, что каким-либо образом делает нашу жизнь комфортнее, безопаснее, удобнее, оправдано именно своим удобством и нужностью. А в чем же удобство и нужность дистанционного образования для родителя? Однако, к счастью, все перечисленные факторы имеют временный характер, и с повышением эффективности организации дистанционного обучения и воспитания возрастает и мотивированность родителей к освоению IT-форм взаимодействия со школой. Опыт, который я представляю сегодня, реализован в следующих образовательных условиях.
Начало учебного года. Выполнение плановых мероприятий по обеспечению комплексной безопасности учащихся посредством повышения родительской компетенции по вопросам антитеррористической, противопожарной безопасности, обеспечения безопасности всех участников дорожно-транспортного движения, безопасности в сети интернет, мерах предосторожности в условиях пандемии. Обеспечение информирования большого количества участников мероприятия в условиях соблюдения требований СанПин к организации обучения в пандемии. Поставленные цели были достигнуты решением следующих задач. Написано обращение к родителям по тематике собрания. Подобран материал для самостоятельного изучения, памятки, буклеты, рекомендации, видеоролики. Проинформированы родители о проведении дистанционного мероприятия посредством ГИСЭО, WhatsApp, Viber, ВКонтакте. Создан на сайте школы раздел «Дистанционное родительское собрание», куда размещены материалы. Разработана Google форма анкетирования родителей. Проанализированы данные анкетирования, составлен протокол и даны ответы на индивидуальные вопросы родителей посредством телефонной связи. Впервые для обеспечения обратной связи с родительской общественностью была разработана анкета в формате Google формы. Данный инструмент может быть создан любым пользователем бесплатно в поисковой системе интернета Google. Для создания формы необходимо иметь всего лишь небольшой временной ресурс от 5 до 15 минут, в зависимости от количества вопросов анкеты и вариантов ответов к ним. Была создана страница с анкетой с возможностью редактирования, создавать вопросы, добавлять варианты ответов, менять оформление и так далее. Документ состоял из нескольких вопросов. Часть из них обязательные, не ответив на которые родитель не мог перейти к следующему. Преимущество использования данного инструмента. Бесплатность для администрации школы и родителей. Цифровой инструмент очень прост в использовании, сервис снабжен инструкциями и пошаговыми алгоритмами. Google форма не привязана к конкретному устройству, и ее можно заполнить с любого гаджета, нужен только выход в интернет. Google форма может быть разослана на электронные адреса каждому родителю школы или, как в нашем случае, размещены ссылки в ГИСЭО на сайте школы. Ответы анкеты выгружаются в виде таблицы, готовых диаграмм, что значительно облегчает процесс анализа результатов опроса и экономит временные ресурсы организаторов анкетирования. В первые сутки собрания в нем приняли участие 123 родителя. Далее в течение недели каждый родитель школы. Результаты: обеспечен количественный и качественный анализ анкетирования. Получен положительный отклик родительской общественности об удобстве участия в дистанционном собрании в свободное время. После работы, в обеденный перерыв, в выходные дни. Возможность скачивания и неоднократного изучения материалов. Следует отметить, что эта форма проведения собрания впервые позволила привлечь 100% родителей, учащихся группы риска, состоявших на всех видах профилактического учета. Родители таких подростков часто негативно настроены по отношению к школе. С ними трудно наладить взаимодействие, выработать единые требования к ребенку и условиям воспитания. Администрация нашей школы считает данный опыт апробации успешным, и мы активно используем его в процессе управления воспитательной деятельностью уже в штатном режиме. В этом учебном году проведены 3 родительских лектория с видеообращениями субъектов профилактики и специалистов медицинских социальных служб города, сотрудников ЛВДТ Воркуты, прокуратуры, ОПДН, отдела наркоконтроля, участковых полицейских микрорайонов, школы, согласно родительскому запросу. У большинства количества родителей в удобное для них время привлечено внимание к актуальным вопросам безопасности жизни и здоровья ребенка и сложным аспектам его воспитания. С родителями обеспечена обратная связь. Каждый смог задать вопрос администрации школы и получить на него ответ, выразить свое мнение по актуальности собрания, сделать запрос на приглашение того или иного выступающего докладчика-специалиста. Безусловно, IT-технологии – всего лишь набор инструментов, а не цель образования. Неоспоримо одно – цифровизация и ежедневная практическая деятельность образовательной среды, а следовательно, применение IT-технологий должно быть доступно, удобно и привычно всем субъектам образовательного процесса – ученику, родителю и учителю. От новых задач к новым возможностям. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Афанасьевна. Спасибо опыту 26-й школы Воркуты. Я думаю, многие школы нашей республики возьмут на вооружение ваш опыт и тоже будут практиковать данный опыт в своей работе. Коллеги, возвращаемся к сайту, квесту «Все для победы». По-моему, там, значит, у нас все нормально.
Наталья Павловна подключается у нас, а я включаю презентацию. Наталья Павловна. Так. Слышно меня? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, я вас опять плохо слышу. Плохо слышите? Да. Ну, сейчас я отключусь, у вас что-то где-то еще вебинарное на другом компьютере. Я отключусь, и больше должно быть все нормально. Вам слово. Меня хорошо слышно? Так, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я Нейман Татьяна Павловна, учитель физики и математики муниципального бюджетного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа поселка Магнас Усть-Цюрихского района. Значит, я хочу представить вам свой сайт, на котором размещен веб-квест «Все для победы». Но для начала хотелось бы вспомнить, что такое квест. То есть это приключенческая игра, один из основных жанров компьютерных игр, представляет собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. Что такое веб-квест? Это сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой теме с использованием ресурсов сети интернет. Веб-квест в педагогике – это проблемное задание с элементами ролевой игры. С точки зрения учащихся, веб-квест – это игровое проблемное задание, которое выполняется индивидуально или в группе с использованием ресурсов сети интернет. С точки зрения учителя, веб-квест – это сайт, на котором размещается проблемное задание, которое выполняется учащимися индивидуально или в группе с использованием ресурсов сети интернет. Я кратко расскажу структуры веб-квеста и покажу, из чего состоит мой квест из основных этапов. То есть главное, чтобы было введение, это явное вступление, главные роли, сценарий, план. Центральное задание. Здесь интересно представлено то, что ребята должны выполнить, и здесь ребят заинтересовывают. Так, ресурсы обязательно предлагаются. Система оценивания, то есть ребята должны заранее знать, в какой системе их оценивают, и, естественно, заключение и комментарии для преподавателей. Так, ну вот моя главная страница веб-квеста «Все для победы» и введение. Так, ну, хочется еще сказать цель данного квеста, для чего он сделан, да. Значит, цель данного квеста – систематизация и расширение представления детей о Великой Победе над фашистскими захватчиками. Задачей познакомить учащихся с научными достижениями в годы Великой Отечественной войны и показать роль науки и физики в достижении Великой Победы. Формирование информационной компетентности учащихся, развитие умения учащихся работать с интернет-источниками, умение выделять главное, находить и использовать нужную информацию. Формирование элементов творческого поиска, познавательного интереса при выполнении заданий. Развитие эмоционально-ценностного мышления, учащихся на примере взаимодействия физики, литературы и истории. Ну, естественно, формирование гражданской ответственности, уважительного отношения к исторической памяти своего народа, гордости за отечественную науку, на материалах об ученых физиков, исторических фактах и документах. Ну, к участию в этом проекте допускались учащиеся 5-11 классов всех образовательных организаций Усть-Цюрихского района. Ну и предполагалось командное участие по 2-5 человек. Так, ну, первый раздел, еще раз начнем, это введение. Значит, где ребятам предлагается, то есть где ребят в введении заинтересовывают данной темой, раскрывается главная тема проекта, и то есть ребята заинтересовываются и продолжают участвовать в данном проекте. Следующий раздел – это положение. Значит, в положении указываются авторы проекта, координаторы проекта, жюри квеста, значит, обозначены цели и задачи проекта, указана возрастная категория участников проекта, также указан порядок проведения проекта, этапы квеста и критерии оценивания.
Так, следующая страничка нашего квеста – это центральное задание. Ну, на этой странице указаны основные этапы и сроки их проведения данного квеста и предполагаемый итог, который должны, то есть к чему должны ребята прийти в конце прохождения этого квеста и что они должны получить в результате его прохождения. Так, значит, предполагается в этом квесте 7 этапов. Первый этап – это регистрация, то есть командам учащихся предлагается заполнить некоторую форму: название школы, название команды, фамилия, имя участников команды, класс. Естественно, ребятам предлагается координатор, да, и указывается адрес электронной почты. И также на этой странице расположена таблица продвижения, где участники данного квеста могут наблюдать за своими результатами, ну и примерно оценивать, на каком месте они находятся на данном этапе. Так, следующие 5 этапов, следующие 7 этапов – это уже непосредственно те этапы, которые ребята должны пройти в результате прохождения квеста. Значит, первый этап – это, мы уже сказали с вами, регистрация, и следующие 5 этапов – это тематические этапы. Это военный флот, стальные крылья Родины, подвиг ученых Ленинграда, стальная броня и человеческая смекалка. Ну, структура каждого из тематических этапов, она одинаковая. Ну, я покажу на примере такого этапа, как военный флот. Ну, здесь представлены фотографии, значит, нашего военного флота, военного времени, да, небольшое вступление, и на этом этапе предложено 2 задания. Первое задание выполняется с помощью информационных ресурсов, которые предлагаются, и на данном квесте, в данном квесте они названы, то есть название их связано с тематикой, это информационная помощь с тыла. Ребята, пользуясь этими ресурсами, выполняют задания, то есть либо это интерактивный кроссворд, либо это интерактивная викторина. Ну, я позже немножко скажу, какие сервисы использую и для этих заданий, и там можно познакомиться и рассмотреть, какие задания можно там составить. То есть первое задание, оно вот такое. Следующее задание, оно творческое, то есть, по ходу прохождения данного квеста ребятам предлагается составить презентацию на платформе Google. То есть это нужно заглавную страницу составить. Предлагается макет. И, например, на этапе военный флот нужно составить страничку, посвященную именно военному флоту, то есть, да, военному флоту того времени. Так. И, естественно, на каждом этапе предлагаются свои критерии оценивания. То есть ребята, выполняя данные задания, они могут заранее посмотреть критерии оценивания данного этапа и уже ориентироваться, да, или проверять, все ли у них выполнено или нет. Последний этап – это заключение. Значит, на этапе заключения ребята работают со стеной Padlet. Уже сегодня об этой стене говорили. Я тоже очень активно применяю эту стену Padlet в своей работе. Ну вот и конкретно я ее применила в этом квесте в качестве того, что все команды оставили отзыв на этой стене, и из чего состоял этот отзыв. То есть здесь нужно было представить название своей команды, нужно было составить синквейн, который соответствует теме квеста, ну и написать пожелания всем командам и участникам данного квеста. Так, какие сервисы я использую для вообще всех веб-квестов, которые создаю? Это, конечно, сайты Google, это Wix-сайты, это онлайн-доска Padlet и еще одна онлайн-доска – это Wikivell.
Какие сервисы я использую для создания заданий, которые предлагаются на квестах? Значит, это Google документы. Естественно, можно разместить задания в любом облачном сервисе. И еще я использую сервис learningapps.org. Не знаю, как правильно читается, изучала немецкий язык, читаю как на немецком языке. Так, ну вот эти сервисы я использую при создании своих квестов. Ну и вот этот квест я предложила на данном конкурсе. Спасибо. Так, спасибо большое, Татьяна Павловна. Немножко я перепутал, другой листочек у меня был со старой программой, немножко перепутал или переставил выступающих. Мы продолжаем дальше. Я предоставляю слово Поташовой Марине Александровне, учителю биологии и химии Пижемской средней общеобразовательной школы Усть-Цилимского района. Марина Павловна, пожалуйста, вам слово. Так, Марина Павловна. Ждем одну минутку. Ага, отлично. Так, фотографию видим, еще хотим услышать. Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги, уважаемые коллеги. Меня слышно? Все нормально, слышно. Вам слово, да. Хорошо, спасибо. Меня зовут Поташова Марина Александровна, я учитель биологии и химии в Пижемской средней общеобразовательной школе села Занежное Усть-Цилимского района. На конкурс мной был представлен онлайн-урок «Круговорот химических веществ в природе», созданный на онлайн-платформе КОРы в номинации «Современные средства обучения в образовательном процессе». Уровень владения цифровыми навыками определяет успешность жизни человека и перспективы его трудоустройства, и в конечном итоге успешность карьеры и качество жизни. Актуальность моей работы заключается в том, что, перестраивая традиционный образовательный процесс, у нас часто возникают вопросы, как учить, чему учить, у кого спросить. И это постоянно подталкивает учителя к поиску форматов и технологий, подходящих для обучения нового поколения. Другое поколение, другое образование. Наша действительность сама создает условия для движения вперед, и учителя вынуждены переходить в онлайн-среду. Новый формат онлайн-взаимодействия – это эксперимент, который требует гибкого подхода. Цель моей работы – это повышение уровня владения информационно-коммуникативными технологиями среди всех участников образовательного процесса. А в данной работе, в частности, работы и учебы в одном из конструкторов уроков КОРы. Так, ну, как уже было отмечено, на конкурс был представлен соответствующий всем требованиям ФГОС урок, созданный на онлайн-платформе КОРы, предполагающий организацию взаимодействия с целевой аудиторией посредством сети интернет. Этот конструктор предназначен для создания уроков в технологии смешанного обучения и также оказался незаменимым помощником во время дистанционного обучения. Плюсом данного конструктора является то, что учитель, используя платформу, в силах выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося, выдавая задания различной степени сложности. Ученики могут проходить урок с любых устройств, например, начать проходить онлайн-урок на компьютере, а закончить затем на любом гаджете. С помощью конструктора можно также создавать как интерактивные уроки, интерактивные рабочие листы, так и любые полноценные занятия, в том числе и внеурочные, и кружковые. Конструктор также имеет возможность организации обратной связи с обучающимися, что очень важно, автоматической проверки заданий, а также электронного журнала и интегрируется с сервисом LearningApps. То есть это эффективный инструмент для организации дистанционного, так и смешанного обучения, ну, при работе в обученном режиме. Первый шаг работы в конструкторе – это регистрация. В личном кабинете предлагаются различные шаблоны занятий и пустой урок, который дает больше возможностей для творчества.
Здесь же можно создавать папки, чтобы упорядочить свои уроки. Инструменты урока находятся в левой части панели. Их 3 вида. Это информационные блоки, задания, тесты и рефлексия. Для их использования в уроке перетаскиваем необходимый элемент на поле урока и наполняем его содержимым. В рамках ограниченности времени ознакомимся лишь с некоторыми из них. Информационные блоки состоят из элементов текст, инструкция, медиафайл, изображение, упражнение, документ. Элементы текст и инструкция дают возможность проинформировать учащихся и дать им инструкции к дальнейшему действию. Элемент упражнения позволяет добавить в урок упражнение с сервиса Learning Apps. Для этого нужно создать свое или выбрать готовое упражнение на этом сервисе и добавить в урок ссылку на него. В уроке «Круговорот химических веществ» на этапе актуализации знаний было использовано несколько упражнений с этого сайта. Медиафайл – это возможность загрузить видео, аудио как с компьютера, так и со сторонних сайтов, с YouTube, Facebook и другие. Медиафайл в данном уроке был использован для организации физминутки. С помощью элемента «Документ» легко загружаются такие файлы, как файлы Word и презентации. Блок задания и тесты состоит из элементов тест, открытый вопрос, классификация, вопрос автопроверка, заполни пробелы и диалоговый тренажер. Элемент тест создается так же, как и в других программах, то есть здесь нет ничего сложного. Есть возможность комментирования правильных и неправильных ответов. Ученик увидит, правильно ли он ответил, как только выберет вариант ответа. Если нужно скрыть правильный ответ от ученика, то необходимо включить режим «Контрольная работа» или «Контрольная страница». Элемент «Открытый вопрос» на данном уроке использован на этапе закрепления знаний. Вопрос с автопроверкой на множественный выбор позволяет создавать вопросы из скимов ЕГЭ, что очень важно для формирования таких заданий для выпускников, особенно 9-11 класса. Блок «Рефлексия» содержит элементы опроса и обратная связь. Элемент опрос позволяет добавить в урок вопросы и может содержать вариант другой, чтобы ученик смог сам вписать свой ответ, и затем учитель проверит его. Но это далеко еще не все возможности, которые представлены в конструкторе. После создания урока на правой боковой панели настраиваем свой урок. Это вкладка «Настройка урока». Здесь мы можем ограничивать урок по времени, ограничить доступ к уроку и дать доступ только по LTE. Настроенный урок необходимо опубликовать, получить ссылку на урок и код урока для учеников и ссылку на урок для учителей. Также можно скопировать ссылку или код и разослать ученикам или другим педагогам. Еще один способ – это кнопка «Поделиться». Эта кнопка нужна, если урок уже опубликован, и нужно просто отправить ссылку на него своим ученикам или коллегам. Конструктор имеет возможность мониторинга прохождения урока, что немаловажно, где можно увидеть, кто из учеников приступил к прохождению урока и как с ним справился, и, соответственно, выставить оценку за урок. Преимущества и недостатки, которые для себя открыла в ходе использования данного ресурса, вы тоже видите на слайде. Ну, как вы видите, плюсов гораздо больше, чем минусов. И здесь еще можно добавить, что базовый тариф является бесплатным. Минус, как вы видите, только один, и то он на первом этапе, так как большая затрата времени при создании качественных и полноценных уроков. Но сейчас на конструирование урока у меня, например, уходит не больше времени, чем на подготовку обычного урока. Я рассылаю уроки обучающимся, находящимся на лечении, в отъездах, на спортивных сборах и постоянно поддерживаю с ними связь. Ну и в заключение хочется сказать, что уроки в конструкторе отвечают потребностям обучающихся познавательной деятельности, игре, одобрении, самореализации. Ну и, что немаловажно, облегчается и работа родителей, которым не нужно самим объяснять тему, а только контролировать вход детей в урок и его прохождение. Возможности ресурса позволяют активно использовать в работе созданные материалы и быть на передовой педагогических технологий. Спасибо за внимание. Спасибо, Марина Александровна. Значит, ну вот еще мы мало рекламировали этот ресурс, но я смотрю, уже учителя активно используют. И Сергей Александрович Смирнов тоже говорил, что будет переходить на этот ресурс. Поэтому, возможно, нам надо будет какой-нибудь сделать вебинар или семинар именно по использованию этого ресурса, и ваш опыт, наверное, тоже пригодится в этом
на этом Да, семинаре. и Спасибо декабрь. большое. Да, Коллеги, мы двигаемся дальше. Значит, мы видим среди материалов победителей и призеров нашего конкурса практически нет одинаковых, но где-то немножко пересекается, но тем не менее хорошие, отличные работы. Но я хотел бы отметить, что вместе с хорошими работами были все-таки и недочеты, и не совсем хорошие работы, а некоторые, честно говоря, были отправлены просто вот как бы, чтобы отправить. Поэтому вот это надо будет учесть. И еще бы я хотел заметить, особенно к тем работам, которые связаны с сайтами, с блогами, мы как бы не стали уже придираться в этот раз, я имею в виду мы, экспертный совет, но обращайте внимание на соблюдение, ну и вообще на своих страничках, у кого-то есть странички в НС-портале, на инфоуроке, обращайте внимание на соблюдение авторских прав. На многих сайтах есть учебники, я имею в виду копии учебников, PDF-копии, копии, предположим, атласов, рабочих тетрадей. Вот здесь надо быть осторожными к этим материалам, поскольку это авторское право, это редакции. Я думаю, что здесь, если мы размещаем эти материалы у себя на сайте, то есть нарушаем авторское право. Я думаю, что должно быть разрешение на использование этих материалов или на их копирование. Вот мы с Сергеем Александровичем обсуждали эту тему. Он говорит, я копирую. Да, но копирование, значит, должно быть на разрешении. Поэтому смотрите открытые ресурсы, в том числе и в том же сайте, предположим, на сайтах мы используем много рисунков. Надо смотреть, чтобы они имели лицензию свободно распространяемые. Значит, ну и вот здесь у нас Александр Дронов, мы тоже с ним как бы зондировали этот вопрос. Может быть, он какие-то рекомендации в чате напишет, с каких сайтов можно использовать рисунки. Поэтому вот на эти вещи давайте будем тоже обращать внимание, либо давайте ссылки на какие-то открытые платформы, на ту же платформу Учи.ру, например, не на Учи.ру, а на российскую электронную школу, где тоже много различных дидактических материалов, может быть, ссылки сайта давать на на открытую платформу. Ну, вот такое замечание, может быть, не совсем хорошее. И еще одно, надо внимательнее читать все-таки положение о конкурсе и положение, в частности, о номинациях. Тоже, значит, были откровенно слабые и аннотации, то есть, ну, желательно, чтобы... мы уже в комплексе смотрим и аннотацию, и саму работу. Поэтому вот хотелось бы, чтобы на будущее все-таки предоставлялись еще более качественные материалы на конкурс. И еще вот это мероприятие у нас планировалось, по положению планировалось как тоже зачетное мероприятие в рамках конкурса. Но потом мы все-таки немножко пересмотрели и решили как презентационное мероприятие провести уже по итогам конкурса. А вот в этом году мы все-таки планируем, что вот эта мини-конференция среди претендентов на призовые места в конкурсе 2021 года мы все-таки запланируем и будем ее проводить как зачетное мероприятие и как конкурсное мероприятие, и уже среди, предположим, там нескольких претендентов, 4-5 претендентов, будем отбирать лучшие работы. Ну, мы продолжаем дальше. У нас осталось еще несколько выступлений, а точнее 3. Белая Надежда Владимировна, учитель математики школы номер 25 города Сыктывкара. Это урок алгебры, решение неравенств второй степени методом интервалов с использованием смешанного обучения. Надежда Владимировна, мы ждем вашего включения. Так, отлично. Вы найдете свою презентацию? Да, найду. Или вам помочь? Отлично. Вам слово. Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Белая Надежда Владимировна. Я работаю учителем математики в школе номер 25.
Значит, наша школа апробирует смешанное обучение. И на этом этапе, значит, я разработала урок в типе смешанного обучения. Тема была решение неравенств методом интервалов. Значит, предмет алгебра, класс 9. Значит, тут немножко расскажу, в чем заключается смысл смешанного обучения. Мы пока разрабатываем, это первый один из моих уроков, у нас еще будет несколько уроков. Значит, плюс в какой? Дома дети, дается домашнее задание, которое дети изучают сами. Это теоретический материал. На уроке дети отрабатывают те умения, с темой, которые они справлялись дома. Значит, какие дидактические материалы урока использовались? Какое домашнее задание было предложено в качестве изучения? Это было изучить видео. Видео записано лично мной. Работала я на платформе Google Class. Там создала курс 9 класс, и они туда спокойно заходят. Значит, по видео они заполняют пропуски в таблице. Видео очень коротенькое, и никаких лишних моментов нет, потому что я его записывала строго и соблюдая как раз те пропуски, которые в таблице им надо заполнить. И плюс у них была работа решить самостоятельно задание по алгоритму. После того, когда они изучают домашние задания, разбираются с видео, у них есть оценочный лист. В чем плюс этого оценочного листа? Здесь не в том, что не справился, не справилась, получилось, не получилось. Здесь они конкретно вписывали фамилию, имя и разрабатывали, проверяли, как они разобрались с каждым этапом. То есть в таблице, которая была на предыдущем слайде, там разработан этап, алгоритм решения. И вот ребят я попросила как раз на каждом этапе, спросила я у них, понял, не понял, были затруднения. И на основе этого я могла на уроке предоставила следующую схему. То есть по ней мне было видно, изучив ее дома, с какими заданиями ребята справились, с какими заданиями не справились и были затруднения. Это все происходило у них дома. Что было на уроке на следующем этапе? Когда они пришли, я у них спросила, все ли вам было понятно, и еще можно было сказать по оценочному листу. Я увидела в 2 этапах алгоритма затруднения. И вот как раз примеры заданий на эти затруднения я привела, чтобы еще раз детям обратить внимание и узнать, на каком этапе-то они моменте застревают. Это были примеры заданий, значит, у них из алгоритма 2 этапа немножко пробуксовывали. Затем, после разбора, мы с ними перешли к отработке умений, то есть конкретно по алгоритму решать неравенство. Было 4 вида неравенств, на каждое неравенство давалось определенное время. То есть это не обязательно, что все могли успеть решить 6 неравенств, каждый решали по-разному. И в чем плюс, мне очень понравилось гостям, которые пришли, я использовала различного цвета стикеры. То есть у меня была доска разделена на 3 колонки. И всего у меня было 4 задания. И у каждого ряда был свой цвет. Когда они выходили, на время решали, выходили, крепили на этих разноцветных стикерах ответы, я могла в это время проконтролировать правильность выполнения. И если есть какие-то проблемы, я могла увидеть, у какого ребенка, за какой партой есть эта проблема. Я снимала этот стикер, относила к нему, он исправлял и заново уже вешал. В итоге по исходу урока получилась очень разноцветная, красивая доска. Она была прям очень разноцветная. Здесь понятно, что, к сожалению, фотографий не оказалось, никто не сфотографировал. Вот, но пример я решила демонстрировать вам сейчас. Ребятам очень понравилось, очень прошел оживленный урок, то есть каждый раз ученики выходили, клеили эти ответы. После прохождения самостоятельной работы, где они отрабатывали умения, мне надо было закрепить их работу. Для этого также на форме все в Google классе. У них были за партой ноутбук, к сожалению, у нас в школе пока 15 ноутбуков, то есть на каждого ученика не хватает, поэтому одна часть ребят работала на ноутбуках, в Google классе выполняли эту работу, другая часть ребят, они выполняли на листочках.
И вот та часть ребят, которая работала на компьютерах, за компьютерами, я могла увидеть их результаты. После того, как они выполнили свою работу, сразу же на экране, на интерактивной доске у меня высвечивались результаты. Я могла увидеть, в каком, во-первых, сколько ребят выполнили верно все задания, сколько неверно, и в каких заданиях были проблемы. И в течение урока, пока у меня было время, я могла подойти и посмотреть на их ошибки. Значит, какие ресурсы использовала, это все в основном я уже проговорила. Google Class. Какие плюсы и минусы смешанного обучения и именно использования такого ресурса? Мне Google Class очень нравится. Я не только разрабатываю там уроки, также у меня разработаны различные курсы. Это курсы подготовки к ОГЭ, подготовки к ЕГЭ. Туда можно скидывать как теоретический материал, как практическую работу. И плюс еще большой в том, что не надо приносить распечатки. То есть дети садятся за компьютером, у них у каждого на партой, не у каждого, а на пару есть компьютер, они выполняют, открывают, и там же можно также дать проверочную работу. Значит, детям работать на компьютерах и в этой системе понравилось. Это вырабатывается самостоятельность, больше времени на решение задач уходит, то есть от теоретической части мы уже немножечко отходим, и свобода учащихся. То есть каждый ребенок, выполняя домашнее задание, он может видео в любом моменте остановить, выбрать время, когда он может это проверить, когда он хочет этот материал изучить. В чем минусы? Минус есть не у всех. Есть компьютерная грамотность, и при низкой мотивации обучения невозможно, так как есть ребята, которых надо еще подготовить к этой мотивации, чтобы им захотелось работать в этой платформе. Ну, а мне понравилось, это мой первый урок, так как у нас апробация проходит, будет еще несколько уроков. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Надежда Владимировна. Коллеги, если есть вопросы. Спасибо большое. Мы переходим к следующему выступлению. Это Елена Андреевна Петухова. К сожалению, у нас пока проблема с подключением. Так, ну вот я вижу назначить модератором. Елена Андреевна, я назначил вас модератором, у вас сейчас все должно появиться. Пробуйте подключиться. Так, Елена Андреевна. Да-да. Отлично. Вроде бы что-то появляется у нас. Так. Да, мы вас видим. Да, я тоже всех вижу, слышу. Единственное, что презентация, да? Презентация есть, да? Вы ее видите? Да, но почему-то она здесь нет, я не вижу. Так, хорошо. Как она у вас называется? Сейчас я ее найду. Выступление. Вот 3 полосочки Вот, справа. все есть, все видно. Отлично, отлично. Тогда слово. Так, ну что, добрый вечер, уважаемые коллеги и слушатели. Я рада всех приветствовать. Меня зовут Елена Андреевна Петухова. Я учитель лицея народной дипломатии и готова презентовать свою конкурсную работу. На слайде вы видите, что название работы – это как раз-таки методический материал по применению цифровых лабораторий. И хочу начать с того, что развитие современной науки показывает, что практически все естественно-научные исследования на сегодня все шире используют применение цифровых как раз-таки вот датчиков всевозможных. И вот вся компьютерная обработка этой информации, конечно же, она получается именно с этих датчиков. Но сейчас вообще современный стандарт образования
могу сказать, что требует активного освоения современных способов получения и обработки информации. И, конечно, одним из решений данного запроса является использование цифровых лабораторий как на уроках, так и во внеурочную деятельность. Поэтому вот возникла необходимость в создании методических материалов по применению цифровых лабораторий в внеурочной деятельности именно по биологии, так как я являюсь учителем биологии. В курсе биологии как среднего, так и общего образования очень много лабораторных практических работ, где как раз-таки цифровые датчики имеют место применения. Вроде бы на сегодня это не так широко применяется, но а почему бы не задействовать? Как их можно использовать у себя на уроках? Как их применять? Наверное, вот в большей степени моя разработка этому посвящена. В методических материалах конкурсной работы можно ознакомиться с преимуществами, чему может ученик научиться, с комплектацией цифровой лаборатории по биологии. Ну вот дается более такое подробное описание. Ну а в большей степени, конечно же, содержание методических материалов направлено на именно презентацию опыта использования цифровой лаборатории на уроках биологии и во внеурочной деятельности. И вот на следующем слайде как раз-таки вы можете увидеть, что в материалах представлено порядка 7 практических работ. 7 практических работ, все они с активными ссылками. Каждая ссылка включает в себя как практическое задание, так и инструкцию и протокол по заполнению, который заполняется учащимся. Ну, есть и фотографии, на которые вы можете увидеть, как ребята работают. Ну и чтобы так вот более подробно остановиться, здесь вы можете видеть, что из себя представляет практическое задание, что из себя представляет инструкция по выполнению практического задания работы с датчиками цифровыми, ну и сам протокол, который ребята должны заполнить. Конечно же, я могу сказать, что и отметить, что данный ресурс пополняемый, по мере разработки он дополняется в последующем новыми и новыми практическими работами, лабораторными работами. Хочу отметить, что в лицее народной дипломатии группа учителей работала над созданием целого сборника и в таких именно в естественно-научной направленности, это по физике, географии, биологии и химии. И вот я как раз-таки ответственна за составление как раз-таки материалов по биологии, и вот решила отправить именно на этот конкурс. Вообще это, конечно, готовый материал для учителей, потому что они могут это применять на своих уроках. Единственное, что нужна цифровая лаборатория. Ну а на сегодняшний день образование нам диктует, что все-таки в период век, я бы сказала, цифровизации, необходимо использовать как раз-таки вот эти датчики. Поэтому все в ваших руках, как говорится. Здесь представлен именно опыт по биологии. Ребята, кстати, вообще нисколько не теряются, то есть для них это не новое, они даже так с радостью, я бы сказала, и с большим интересом, когда у них цифровая лаборатория на той или иной практической работе. Ну а в целом, конечно же, могу сказать, что используйте, применяйте, обогащайте учебный процесс различными средствами обучения, в том числе и цифровыми лабораториями. Спасибо всем. Спасибо большое, Елена Андреевна, за ваше выступление. Коллеги, в конце нашего мероприятия я открою доступ ко всем материалам, и вы можете скачать презентации и воспользоваться тем опытом, который был представлен.
Спасибо большое. Спасибо. И у нас последнее выступление. Это Батракова Юлия Михайловна, учитель английского языка школы номер 39 города Воркуты. И ее выступление по теме электронный образовательный ресурс English for Kids. Я тоже учил немецкий язык, поэтому, может быть, у меня что-то с произношением. Юлия Михайловна, вам слово для учащихся 2-4 классов. Так. Надеемся, что видео появится, потому что в начале мы проводили тестирование, и вроде бы Юлия Михайловна появлялась у нас на экране. Презентацию уже видим. Можно попробовать отключиться, еще раз включить камеру. Так, хорошо. Если не получается включить камеру, можно просто микрофон. Может быть, что-то со связью. Мы вот переживали с Усть-Илимским районом в период тестирования, что может у них пропасть интернет. Юлия Михайловна. Да, можно переподключиться. Попробуйте микрофон только включить. Сверху у вас в браузере, где написана адресная строка, где адрес написан ProofMe, замочек такой. Нажмите его, посмотрите, все ли у вас там включено, разрешить. Там разрешить надо и микрофон, и камеру, все разрешить должно быть. Второй вариант, попробуйте еще Ctrl F5, обновить страничку браузера. Так, все разрешено. Так, ну и нажимаем микрофон. Все, добрый день. Отлично, все у вас слышно. Простите за заминку. Ага, отключились. Можно попробовать видео включить, да. Так, что-то видео не хочет идти. Ну, давайте хотя бы микрофон. Добрый день. Нас слышно? Да, все отлично, слышно. Да, вам слово. У каждого из нас есть люди, события, которые подталкивают на развитие себя, своих профессиональных и личностных качеств. Для многих педагогов таким катализатором послужило введение дистанционного обучения в образовательных организациях в марте 2020 года. На базе МУСОШ номер 39 имени Георгия Александровича Чернова города Воркуты был создан портал дистанционного обучения на платформе Moodle. Оценив все плюсы и возможности Moodle для организации и осуществления системной работы по английскому языку, мы в тандеме с Бодецкой Еленой Юрьевной создали электронный курс English for Kids, который поможет учащимся начальной школы в освоении программы английского языка. Курс English for Kids состоит из 3 частей – 2, 3, 4 классы, каждый из которых содержит практические, творческие, игровые задания и теоретический материал, изложенный исходя из возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. В курсе содержится более 70 тематических разделов, аудио и видеоматериалы, разнообразные интерактивные задания, игры на усвоение и закрепление лексики, грамматики, развитие навыков говорения, чтения, письма. Система Moodle дает возможность учителю проявить творчество в раскрытии содержания и форм презентации курса. Так, например, для отработки лексики прекрасно подходят интерактивные задания на поиск слов, перетаскивание слов, заполнение пропусков, флеш-карты.
В курсе English for Kids представлено более 100 разнообразных интерактивных заданий. Для создания игровой среды для учащихся применяется модуль SCORM. На курсе используют игры на закрепление лексического и грамматического материала следующего содержания: парочки, кроссворды, викторины, скачки. Игры разработаны учителями самостоятельно или взяты в свободном доступе на сервисах Lunin Apps или Wordflow. В начале обучения и по окончании изучения части курса учащиеся могут самостоятельно проверить свои знания. В этом им помогут входные, промежуточные и итоговые тесты. В Moodle имеется обширный инструментарий для создания разнообразных тестов. А уже размещенные материалы, элементы курса учитель может неоднократно редактировать, добавлять или удалять любой ресурс, заменять неудачное задание или сократить тест, например. В системе Moodle есть единый журнал, который дает возможность подводить промежуточные и конечные итоги и формировать различные отчеты. Также предусмотрено отслеживание активности учащихся. Можно увидеть, когда последний раз заходил учащийся на курс, сколько времени он провел на выполнение того или иного задания, какие задания не выполнены. Поскольку данный курс предназначен для учащихся младшего школьного возраста, их сопровождение ведется преподавателем на всех этапах работы с курсом. Для каждой возрастной категории созданы общие чаты и форумы, а после работы над каждой темой организована обратная связь, которая помогает ребенку проанализировать свой уровень понимания материала, а учителю на основании ответов спрогнозировать дальнейшую работу. В заключение следует отметить, что применение в образовательном процессе Moodle позволяет реализовать многовариативность представления информации, интерактивность обучения, многократное повторение изучаемого материала, структурирование курса. Для учащихся обучение с применением системы Moodle – это индивидуальное обучение, гибкий график, интерактивное взаимодействие с обучающей средой, развитие самоорганизации и самоконтроля. Электронный курс English for Kids помогает повысить качество знаний по предмету и поддерживает мотивацию к изучению иностранного языка на высоком уровне. Кроме того, данный курс актуален для учащихся, пропускающих учебные занятия по причине болезни и которые находятся на индивидуальном обучении на дому. Также курс полезен для родителей, которые могут отслеживать результаты обучения своего ребенка и осуществлять контроль над выполнением домашнего задания. А в период отмены занятий по погодным условиям в условиях Крайнего Севера данный курс обеспечивает непрерывность образовательного процесса. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юлия Михайловна. Такой вопрос. Значит, мы тоже используем Moodle. Вы, наверное, знаете наш Moodle. Многие проходят курсы по медицинской помощи, но у вас вот настроен он достаточно более современно, уже используются новые какие-то технологии. Кто администрирует вот это все, с кем можно пообщаться по поводу настроек Moodle и всего прочего вот такого? Этим у нас в школе занимается ведущий инженер-программист. Ага. То есть или вы не владеете вот технической стороной? Нет, мы умеем самостоятельно добавлять задания, выбирать любой элемент. Некоторые элементы, которые вы используете в своем курсе, они в обычном Moodle, их невозможно использовать без дополнительных настроек. Технические настройки, да, это у нас занимается ведущий инженер-программист. Спасибо большое. И еще был вопрос, или не вопрос, наверное, а просьба открыть, вернее, дать ссылку на ваш курс. Но я так понимаю, что курс, наверное, закрытый. Вы предполагаете, чтобы учителя других школ использовали ваш курс? Нет, данный курс у нас рассчитан для учащихся нашей школы. Например, технологический лицей города Сыктывкара, у них тоже Moodle, он открытый, и они даже приглашают, так сказать, и своих коллег из других школ использовать его. Но мы можем предоставить гостевой доступ к нашему курсу. Понятно. Коллеги, еще есть вопросы?
Еще вопрос в чате. Вы видите чат, да? Да, наш Да. курс создан на основе УМК, который мы используем в нашей школе. Это УМК Forward, автор Вербицкая. То есть темы полностью соответствуют данному учебнику. Интерактивные упражнения, да, мы создаем прямо в Moodle. Там есть интерактивный контент, который позволяет создать разнообразные задания. Есть еще какие-то вопросы? Спасибо. Коллеги, одна минуточка задержки у нас. Сейчас по плану у нас будет представление победителей и призеров конкурса. Пока я не включаю этот слайд, а пока мы включим вам режим скачивания презентаций, и у вас есть возможность, сейчас есть возможность скачать те материалы, которые представлены нашими участниками. Коллеги, приятная минута. Теперь мы готовы представить лауреатов и победителей, пожелать им дальнейших успехов. Хотя, я думаю, у нас следующее положение будет, что мы вас не будем включать уже в конкурсанты. Вы можете участвовать просто как участник, чтобы дать место, возможность и другим поучаствовать и стать лауреатами и призерами. И я предоставляю слово Галине Владимировне для представления в номинации «Современные средства». Коллеги, просьба не листать презентацию. Коллеги, конечно, всем очень интересно, и мы сейчас будем объявлять победителей, лауреатов. И, как уже сказал Вячеслав Алексеевич, конечно, мы понимаем, что данные коллеги уже станут в следующем году членами жюри. То есть вы уже имеете позицию эксперта, и поэтому, конечно, нам очень важно сейчас, вы видите уже на экране победителей призеров, озвучить. Итак, победители в номинации «Современные средства обучения в образовательном процессе». Петухова Елена Андреевна, учитель биологии лицея народной дипломатии города Сыктывкара. И Куриленко Жанна Викторовна, учитель географии и биологии, Центр дистанционного обучения города Сыктывкара. Коллеги, мы вас поздравляем, поэтому аплодисменты. Аплодисменты в чате тоже. Ваш адрес. Коллеги, поздравляем, молодцы. Лауреаты, коллеги, мы перечисляем лауреатов. Лобанова Наталья Афанасьевна, средняя общеобразовательная школа номер 26, город Воркута. Поташова Марина Александровна, учитель биологии и химии, Пижемская средняя общеобразовательная школа Усть-Сыринского района. Белая Надежда Владимировна, учитель математики, средняя общеобразовательная школа номер 25 города Сыктывкара. И Русанова Мария Анатольевна, учитель математики, физико-математического лицея-интерната город Сыктывкар. Коллеги, мы вас поздравляем. Да, я вижу, что в нашем чате тоже слова и приветствия, и поздравления в адрес наших педагогов. Спасибо, коллеги. В номинации «Блоги и сайты» победителем оказался Смирнов Сергей Александрович, коллеги, и Нейман Татьяна Павловна, учитель математики и физики СОЖ поселка Мадмас Усть-Сывымского района. Сергей Александрович – это 23-я школа города Воркуты. Бурные аплодисменты в чате. И лауреатами в этой номинации стали Русанова Мария Анатольевна. Она, кстати, лауреат во всех трех номинациях. Во всех трех номинациях она представила свою работу. Шевелева Ирина Николаевна, учитель английского языка СОЖ села Карткиросского района. Никитин Павел Павлович, учитель физики
лицея номер 1 города Сыктывкара, Шаталова Инна Викторовна и Карманова Татьяна Александровна. Это представители Югдьякской средней общеобразовательной школы Усть-Куломского района. У них как бы совместный проект. И еще одна номинация, очень значимая для всех нас в этом году – электронные курсы дистанционного обучения. У нас один победитель – Батракова Юлия Михайловна, учитель английского языка, средняя общеобразовательная школа номер 39, город Воркута. И лауреаты традиционно Русанова Мария Анатольевна, учитель математики, и Кузнецова Ольга Анатольевна, учитель математики и физики Республиканского центра образования. Коллеги, слова и приветствия, и благодарности, конечно, от всех коллег, потому что мы понимаем, что все ваши работы – это работы, которые действительно сегодня рассматриваются на уровне республики как лучшие работы. Мы будем публиковать данные работы на портале «Открытое образование» Республики Коми в разделе «Лучшие практики». Это очень значимо. И, конечно же, мы очень надеемся, что наши победители и лауреаты станут участниками наших методических семинаров, которые мы проводим для педагогов. Потому что обмен практиками сегодня, именно в наше время, когда мы все включены с вами в профессиональную коммуникацию, это, конечно, именно тот механизм, который позволяет нам действительно осознавать, что мы с вами в едином пространстве, и что благодаря именно обмену практики, горизонтальному обучению у нас есть такие результаты. Поэтому, коллеги, мы вас приглашаем принимать участие в наших семинарах, курсах. Это очень важно для всех нас. Да, Галина Владимировна, я хочу дополнить. Действительно, все не могут быть победителями и призерами, но среди представленных работ есть работы, которые мы тоже отметили, и на какие-то тематические семинары, естественно, мы пригласим коллег, чтобы они представили эти свои работы, познакомили своих коллег, учителей Республики Коми со своими работами. И вот последние 2 лауреата, которые не могли сегодня присутствовать, ни Мария Анатольевна, ни Ольга Александровна, к сожалению, не смогли сегодня выступить, но они клятвенно меня заверили, что на ближайшем РМО учителей математики или на каком-нибудь другом семинаре они обязательно выступят и познакомят со своим опытом. Кому-то так интересно листать нашу презентацию. Поздравляю всех победителей и лауреатов. Да, работы будем публиковать. Поэтому посмотрите еще раз свои работы. Я вам всем отправил требования к публикации. Посмотрите, соответствуют ли они требованиям, поправьте, еще раз пересмотрите и отправляйте на мой адрес. Мы будем их размещать на портале «Открытое образование». Ну, а остальным участникам пожелаю в этом году подготовиться более тщательно и уже стать лауреатами, победителями. Конкурс у нас будет. Традиционно он проходит в октябре-ноябре. Частенько бывает сдвигается. Вот как в этом году он сдвинулся еще и в январь. Но ноябрь-декабрь – это точно. Спасибо всем, кто принял участие. Вы получите все сертификат участника этого мероприятия. Он находится у вас в личном кабинете на сайте КРИРО. И у нас к вам профессиональное предложение: обязательно оповестите своих руководителей. Это очень важно, что в образовательных организациях есть победители и лауреаты конкурсов. Поэтому очень надеемся, что слова поздравления, ваш адрес будет звучать от ваших коллег. Мне кажется, это очень значимо. Ну а наш институт всегда сопровождает педагогов, и, конечно, очень важно, чтобы через институт мы вырабатывали те новые практики, которые позволяют нашу систему образования развивать. Поэтому спасибо всем за участие в конкурсе и, конечно, за участие в мероприятии, которое мы впервые провели. Презентацию материалов победителей и призеров конкурса. Спасибо, коллеги, спасибо, что были вместе с нами.